Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане отметили 75-летие образования КНР. В Ашхабадском зоопарке поселился бурый мишка из России. Армения заинтересована в углублении дружеских связей с Туркменистаном и другие новости. В Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине основания Китайской Народной Республики. Посол КНР в Туркменистане выступил с приветственной речью, отметив впечатляющие достижения Туркменистана за 33 года независимости. Дипломат подчеркнул растущую роль страны в поддержании региональной и глобальной безопасности. В Национальном музее живой природы Туркменистана постоянное место жительства обрел молодой бурый медведь, прибывший сюда на днях из подразделения Московского зоопарка, Волоколамского центра воспроизводства редких диких животных. Медведь передан в дар Ашхабадскому зоопарку, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана. Президент Республики Армения Вааган Хачатурян направил поздравительное послание своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана. В своем обращении Хачатурян отметил: Армения дорожит дружественными связями с Туркменистаном и заинтересована в их дальнейшем углублении. В послании также содержалась благодарность президенту Сердару Бердымухамедову за его теплые поздравления, ранее направленные в связи с Днем независимости Республики Армения. В ходе саммита мэров города будущего в Женеве туркменская делегация предложила начать международный диалог по двум ключевым вопросам – управление водными ресурсами и развитие городской молодежи. В частности, туркменский спикер Хаким Этрапа Аваза Довлет Джумаев озвучил предложение создать новый правовой инструмент по управлению водными ресурсами под эгидой ЕЭК ООН и организовать международную молодежную встречу в умном городе Аркадак. Туркменские журналисты посетили с культурно-познавательным визитом турецкий город Измир. В первый день пребывания журналисты посетили регион Алачаты, где ознакомились с местными достопримечательностями, включая старую ветряную мельницу возрастом более 150 лет. На второй день визита делегация отправилась в исторический район Урла, расположенный в 35 километрах от центра Измира. Журналисты посетили местные бутики и мастерские, где создаются уникальные изделия ручной работы, такие как ковры, текстиль, деревянные изделия и керамика. Особое впечатление на гостей произвела мечеть Фатиха Ибрагима Бея XIV века, сохранившаяся практически в первозданном виде. В ближайшие дни делегация планирует посетить музей оливкового масла, древний город Эфес и археологический музей для более глубокого изучения истории региона. В рамках визита туркменской делегации в США состоялась встреча в Государственном департаменте, где обсуждалось стратегическое партнерство в сфере образования. Туркменскую сторону представляли заместитель министра образования, посол Туркменистана в США, а также проректоры ведущих вузов страны. Основной темой обсуждения стало развитие образовательного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание уделили разработке новых форматов академических обменов и возможности создания филиалов американских вузов в Туркменистане. Правильное питание играет ключевую роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, особенно учитывая риск развития сахарного диабета. По словам специалистов, людям с сердечными заболеваниями следует существенно ограничить употребление переработанного мяса, рафинированных злаков и углеводов, а также сладких газированных напитков, соков, мороженого и чипсов. Икона 90-х Памела Андерсон в свои 57 лет удостоилась звания «Женщина года» по версии журнала «Гламур». Актриса появилась на нескольких цифровых обложках нового выпуска, демонстрируя свою естественную красоту. Для фотосессии Андерсон сама выступила в роли визажиста, лишь изредка прибегая к помощи профессионала Линды Градин. Прическу знаменитость также создала самостоятельно. На большинстве кадров Памела предстала практически без косметики, подчеркнув лишь ресницы тушью. Судейская бригада из Иордании будет обслуживать матч второго тура Лиги чемпионов АФК-2 между туркменским клубом Алты-Насыр и бахрейнской командой Аль-Халдия. Встреча состоится сегодня на стадионе Ашхабад и начнется в 19:00 по местному времени. Накануне игры в Ашхабаде прошла пресс-конференция с участием представителей обеих команд, где они поделились своими ожиданиями от предстоящего матча. Главный тренер Алты-Насыра Яскули Ходжагильдиев рассказал о состоянии команды и подготовке к матчу. Он отметил, что все игроки, за исключением защитника Сердара Аннауразова, который получил небольшое повреждение, находятся в хорошей форме и готовы к игре. Туркменские спортсмены завоевали 7 золотых и 5 бронзовых медалей на молодежном Кубке мира по кикбоксингу, завершившемся в Ташкенте.
Соревнования, проходившие под эгидой Всемирной ассоциации кикбоксерских организаций, собрали более 2000 спортсменов из более чем 40 стран. Турнир включал в себя состязания в 7 дисциплинах на ринге и татами, охватывая различные стили кикбоксинга, включая фулл-контакт, лоу-кик, кик-лайт и К1. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.